Кабинетом министров принято решение о закладке новых похозяйственных и алфавитных книг во всех административно-территориальных единицах Абхазии. Дело в том, что официальная статистическая информация о состоянии, структуре и ресурсах сельского хозяйства отсутствует. Сельскохозяйственная перепись 2016 года, которая была отменена, могла иметь огромное значение для разработки эффективной агропромышленной политики. Большая часть предусмотренных программой сельскохозяйственной переписи характеристик в той или иной форме будут содержаться в похозяйственных книгах. В этом году это пятилетие, как была закладка предыдущей похозяйственных книг. Это не новшество в нашем обществе, это постсоветского периода осталось это введение похозяйственных книг. В советское время тоже ввелись они, и это каждые 5 лет проводилась новая закладка. Это целая кампания начинается. В этом году у нас шел подготовительный этап. Начина новая закладка похозяйственных книг на следующие 5 лет. Похозяйственная книга представляет собой документ по учету хозяйств в селах. Ранее существовавшая форма книги устарела и не отвечала требованиям настоящего времени. В этой связи форма похозяйственной книги была доработана и усовершенствована. Впервые обработка записей книг похозяйственного учета с помощью цифровой программы позволит составить соответствующие выходные статистические таблицы, которые будут содержать общую информацию по республике в целом, а также с разбивкой по 7 административно-территориальным образованиям и 110 сельсоветам. Такая база данных будет учетной основой для будущей сельскохозяйственной переписи. Ответственность за правильное формирование похозяйственных книг несет глава администрации сельского совета. У нас в сельсоветах есть еще штат делопроизводителя, который вместе с лицом, который ответственно заполнять в год раз, это как минимум, еще в полугодие тоже так контрольный обход делается. Они фиксируют семьи, сколько там человек проживает по полу, по возрасту, по гражданству, по образованию, пенсионный возраст. Есть такая еще вторая часть, которая непосредственно затрагивает все стороны хозяйственной жизни. Это сколько земли в хозяйстве с разбивкой по видам, сколько строений, сколько транспортных средств, которыми они пользуются. Похозяйственная книга включает в себя такие разделы, как животноводство и растениеводство. В предыдущих похозяйственных книгах раздела растениеводства не было, так как в то время были государственные совхозы и колхозы. Мы переделали этот формат, сделали и раздел животноводства, потому что у нас юрлиц практически в селах нет этих ни колхозов, ни совхозов. Хозяйство существует, а данные, какие объемы земли обрабатываются, сколько корней цитрусовых, виноградников, кукурузы и так далее, этих данных у нас, к сожалению, нет. И после того, как у нас будет закладка, старые книги будут изыматься, и по данным 2021 года мы будем заполнять программу, и у нас будут основные базовые показатели. По словам Камы Гоги, на сегодняшний день статистика сельского хозяйства неоднозначная, собирается она сегментарно. Управление сельского хозяйства на местах, данные обследования бюджетов домохозяйств, фермерских хозяйств дают определенную статистику. Если сравнить ее с таможенными показателями, будет большой разрыв. То есть сегментарно собрать информацию получается, а соединить воедино не выходит. И в данном случае похозяйственная книга прояснит картину. В отсутствии таковых данных это большой минус, скажем, в нашей аграрной политике. Во-первых, Министерство сельского хозяйства часто проводит мероприятия. Вы помните, нам нужны были яды, скажем, для уничтожения клопов, а при этом мы не знаем, сколько корней у нас цитрусовых, орехов и так далее. Это очень большое подспорье будет для Министерства сельского хозяйства при планировании каких-то конкретных мероприятий. Или же, скажем, бывают весенние полевые работы, и государство программу разрабатывает оказание помощи. Но при этом, когда у нас нет четких данных, а сколько гектаров земли у нас обрабатывается и под какие культуры, бывает, что иногда меньше горюче-смазочного материала выделяется, и бывает недовольные остаются, не все обеспечены. Впервые в этом году похозяйственную книгу перевели на абхазский язык. Решение о закладке новых похозяйственных и алфавитных книг во всех административно-территориальных единицах Абхазии вступит в силу с 1 января 2022 года сроком на 5 лет. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.